Согласно куррикулуму, учащиеся 11 классов изучают тему жанра публицистического стиля. Материалов на гагаузском языке по данной теме практически нет, сказала Анна Сукман, преподаватель гагаузского языка колледжа имени Михаила Чекира. Учащиеся у нас с большой охотой и желанием готовить эти проектные работы. И результаты просто радуют нас, потому что мы видим, насколько развивается язык у детей благодаря таким проектным работам. Татьяна Киркчу, студентка второго курса, выбрала жанр статья, так как этот стиль ближе ей. Моя тема, получается, была о профессии, о выборе профессии, как правильно выбирать и почему это так важно в настоящее время. Интервью о забытой профессии Скорняка подготовила Светлана Кырбыек. Героем ее материала стал ее дедушка, который много лет занимается этим делом. А помогали студентке бабушка, родители и куратор. Я сняла, так скажем, видеорепортаж. Поэтому там я показала, как он именно, какие процессы, какие этапы он проходит. Также мы с ним в комнате побеседовали. Историю создания Бишалминского историко-этнографического музея в своем проекте в виде репортажа представили Анна Перчемли и Елена Штельмахова. В своей работе студентки хотели показать ценность и значимость музея. Рассказать про его историю, про то, как он начинал свою деятельность, про его основателя Дмитрия Карачубана. И также мы смогли совместить в репортаже интервью с действующим директором музея Людмилой Дмитриевной Марин. Нам было легко работать именно с этой темой, поскольку информация для нас знакомая и не испытали каких-либо трудностей. Работая с проектами по теме жанра публицистического стиля, студенты приобрели новые навыки. С помощью работы именно в этом проекте я еще глубже смогла познакомиться с приложением редактирования, с самого репортажа, где я смогла совместить вот это все вместе. Студенты отметили, что подготовленные проекты можно использовать не только на уроках гагаузского языка, но и на уроках по предмету история, традиции и культура гагаузского народа.